Ну, я рад, что вот детский дом, журналисты кто-то подойдут посмотреть и как-то сможете передать. Да, это «Тайна печати дракона». В народе называют Ви-2, как продолжение, как сиквел той картины, продолжение путешествия, история. И, собственно говоря, здесь очень много инновационных вещей, о них рассказывать не нужно, вы их посмотрите, увидите. Вот. Потом буду благодарен, если поделитесь своим мнением в соцсетях, можете написать прямо мне, там вопросы задать, что понравилось, что не понравилось, мне важнее даже как раз, что не понравилось, что непонятно. Это такие вещи, которые помогают становиться тоже лучше, делать кино лучше. Что важно отметить, что в этой картине также есть вклад и якутских кинематографистов. Мы после фестиваля в Якутии организовали выезд группы, там 7 человек из Якутии приехали к нам в Китай на площадку. Вроде как на 3-4 дня хотели, а получилось на несколько недель. Остались в работе, каждый в своем цеху, поэтому какая-то лепта в Якутии в этом тоже есть. Вот. Картина, конечно, как привлекает внимание именами, прежде всего, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер. Это действительно достижение для российского кино, и дело, мы не можем, конечно, платить им такие гонорары, которые они стоят. Здесь больше их заинтересовала история, вот, которую вы сейчас увидите. Мы всегда рекомендуем эту картину смотреть в 3D, потому что мы ее снимали в 3D, не форматировали, как это в последнее время принято, где болят глаза, и потому что такое формат? Это когда человек на компьютере делает 3D-эффект, но под свой разрез глаз. Любой другой человек, который отличается хоть на миллиметр посадка глаз, начинает немножко мозг воспринимать по-другому. И вот тот эффект, когда выходишь из кинотеатра, и у тебя просто прям глаза болят. А настоящее 3D, в котором снимаем через зеркало, это для любого человека смотрит объемное изображение. Вот. Сегодня сеанс, я так понял, в 2D. Вот, но это специально сделано так, чтобы вы потом пошли еще в 3D посмотреть и сравнили то, о чем я говорю, и увидите вообще другое кино, потому что очень много эффектов работы, взаимодействия со зрителем существует. Вот, но перед фильмом обычно всегда рассказывать не хочется ничего, нужно сесть посмотреть, а потом обычно вопросы. Но учитывая, что мне сейчас в Алдан ехать, поэтому я только с вами смогу вот посредством там соцсетей уже пообщаться, поделитесь своим мнением, как я говорил ранее. Но сейчас, если вдруг вот пока есть минутку, у нас там какой-то вопрос, может быть, даже на этой стадии есть, то я прям с удовольствием отвечу. Конечно, вот сейчас микрофон у нас. Спасибо большое. Вы о своей личной роли расскажите, пожалуйста, в съемках. Моя личная роль? Ой, да, для меня, я не актер, хоть и столько в фильмах снимался, начиналось все, но я понял, что это не мое, поэтому моя роль это взять идею, написали сценарий, полностью ее произвести и довести до зрителя. Вы продюсер? Продюсер картины, автор сценария, и продюсер не так, как принято понимать, продюсер, который там дает деньги и все, а как раз именно от идеи до зрителя все производство, которое прошло, и ищешь бюджеты, ищешь и инвесторов, и спонсоров, все с этим учусь. Микророли всегда есть у меня в кино, конечно, но это ради экономии, чтобы другим актерам не платить ничего, ты экономишь. Вот, так что, да, в Ви там получилась роль приличная, все-таки Хаму пришлось исполнить. Вообще ни один человек, правда, никогда не узнает и не знает. И таких ролей много было по жизни, но не актер все-таки. Я прям это признал какое-то время, 20 лет назад начинали, и понял, что мне интереснее как раз выступать режиссером, продюсером. Это больше. Да. Прошу прощения, команда первой Ви, она в каком полном составе работала? Насколько я помню, там Анатолий Сергеев тоже якутянин. Толя Сергеев у нас на первом Ви уже в процессе съемок. Мы искали человека, он пришел с неким предложением снять репортаж небольшой со съемочной площадки. Приехал на площадку и
В первый же день мы ему прищемили палец автобусом, чуть палец не сломали палец и сломали перелом пальца и чуть не потеряли. И так стало парня жалко, как-то так неудобно. В результате, ну, немножко разозлились, да, он типа в обиде, мы вроде как исправлять. Журналист приехал на площадку, и мы ему палец сломали. Вот. И вот это слово за слово превратилось в то, что он с нами остался на 2 месяца на площадке, уже помогал, и потом остался с нами в компании как промо-продюсер фильма. И мы с ним лично очень много взаимодействовали. Все, и он поехал уже по миру, начали направлять все командировки, продвижение картины полностью. Поэтому с Толей Сергеевым у нас такая была очень тесная связь. Ну, хватило нас там буквально на год, на полтора, наверное. Вот. Но потом, как всегда, человеческий фактор, у него свой вектор развития пошел. Да, и, собственно говоря, я думаю, ему картина тоже уже очень много чего дала. То есть, поэтому Толя Сергеев, он внес свою лепту тоже в первый ВИ, в его продвижение. Спасибо, Алексей, что пришли к нам на встречу. Такой вопрос. Вы упомянули в своей речи о том, что команда якутских специалистов была. Вот даже я не в курсе. Что за специалисты, чем они занимались? Можно поподробнее немного? Ну, Саха-фильм, Дима Шадрин после фестиваля подошел с просьбой приехать на экскурсию, привезти. Приехали оператор, режиссер, художник-постановщик был, актриса, и еще 2 человека, продюсера. То есть я по именам ребят, у меня прям даже записаны, все есть. Вот. И вроде бы как думали, как экскурсия, приехать посмотреть, как снимается большое кино. Ну, каждый в свой цех зашел, оператор с нашим оператором зацепился, и как-то несколько недель так и остались в Китае у нас на площадке, поработали, посмотрели, сделали фотографии с Арнольдом, Джеки такие у нас. Я помню, подошел к Арнольду и говорю: слушай, у нас группа с Якутии приехала. Он говорит: откуда? Я говорю: ну вот вечная мерзлота. То есть пришлось рассказать, что такое Якутия. Он прям с ребятами, смотрю, зацепился, и пошло это общение, эти фотографии. Потом обошли тоже. Он попросил их прислать даже фотографии. Так что ребята очень помогали. Ну, мы стараемся, да, уже научены. Следующий вопрос, у меня их на самом деле 2. Первый, хотел узнать, какими судьбами вы оказались в Якутске. И второй вот вопрос, насколько сбылись ожидания от предыдущих картин, да, вот, ну, их успешность, да, и как вы думаете, насколько он превзойдет, ну, данная картина уже новая? Вы знаете, качество кино никак, не связано, к сожалению, с его, если вы имеете в виду, коммерческим успехом. Вы же знаете, вот есть, например, некоторые сравнивают рейтинг на Кинопоиске. У меня есть картина «Училка», который рейтинг стоит там 8,6, а есть фильм «Ви», который стоит там 5 вообще из 10. Ну, то есть плохо, ужасно. Но «Ви» собрал рекордсмен по кассе, там 1,5 миллиарда рублей, да, а «Училка» собрала 18 миллионов рублей. Я иногда прихожу в зал, вот сейчас проводим мастер-классы, и спрашиваю: кто смотрел «Ви»? Ну, поднимает 1/3 людей. Когда говорю: кто смотрел «Училка», весь зал поднимает руки. Но на коммерческий успех это не сказывается, потому что люди потом досматривают в интернете или еще каким-то образом идет. Здесь кино сделано, конечно, для кинотеатров, и факторов очень много, которые мешают, может быть, полноценно реализоваться. Но, с другой стороны, мы, как все создатели, всегда надеемся на то, что зритель откликнется, потому что кино делалось вот именно на все свое, последнее, и ради зрителя, ради какого-то российского кино, чтобы какую-то новую планку задать, какое-то новое произвести, вот, чтобы хоть какая-то гордость появилась за российское кино, что мы можем делать, и участие таких звезд это, в общем-то, подтверждает, потому что это не выглядит, что мы взяли там одному $10 миллионов дали, другому там 10. У нас нет таких денег просто. Здесь как раз именно поразили этих актеров историей и нашими задачами, целями, которые хотим делать. Они выступили сопродюсерами. Вот. Поэтому, как бы, говорить сейчас об ожиданиях, тоже очень трудно. С Голливудом трудно конкурировать, причем не по качеству даже, а по
способом продвижения и воздействия на роспись, на кинотеатры. Не всегда даже кинотеатр хочет поставить российское кино, и, может быть, директору кинотеатра или букеру хочется прямо, чтобы это кино зрители видели, но просто для этого нет места в сетке, в сеансах, потому что есть обязательства перед большими голливудскими дистрибьюторами. Спасибо. Добрый день. Вопрос такой. Какое влияние оказало на картину творчество Александра Дюма? Потому что я слышал, что там есть «Человек в железной маске» и «Побег», как у графа Монте-Кристо. Спасибо. Да, у нас название фильма за 4 года было, значит, «Путешествие в Китай», потом была «Тайна железной маски», и в результате осталась «Тайна печати дракона». Эта железная маска ушла на второй план, но, тем не менее, эта история остается. Сейчас рассказывать, прям, наверное, неправильно, лучше, чтобы вы посмотрели, чтобы зря не спойлерить. Вот. Но мало кто знает, что есть, например, такой спор у историков, академиков, и они делятся там 50 на 50. То, что немножко даже потрясает и тяжело обсуждению, это то, что после Великого посольства, когда Петр I в начале XVIII века отправился в Европу со свитой из там, 150 человек, а вернулся спустя 6 месяцев один с Меньшиковым, и с ним было уже 300 человек, голландцы, немцы, англичане, имеется в виду архитекторы, художники и прочее, но ни один человек из тех, кто отправлялся с ним, из слуг, даже супругу по дороге на обратном пути в монастыре закрыл. Вот. И историки предполагают о том, что совсем другой Петр I вернулся в Европе, которого представили. Вы же знаете, раньше не было телефонов, газет, телевизоров, чтобы это все быстро. И дальше началась реформа сразу. Начали новые портреты писать, столицу в новое место переносить. И такие спорные есть моменты. Если вот просто даже посмотрите эту историю, там даже посредством интернета, очень много куда уводят. Пусть это остается легендой, пусть это остается каким-то мифом, вот. Но мы, тем не менее, специально в жанр фэнтези вкрапили вот эти исторические спорные вещи, ну, как бы давая такую пищу для споров, для разговоров, ну и немного популяризируя среди детей вообще образ Петра I, которого вы сейчас увидите неожиданно для такой истории. Вот. И потом заодно поймете, при чем здесь железная маска, Петр I и Дюма. Вы знаете, да, как про Дюму рассуждали, что кто это вообще Ну ладно, это нас чуть уводит сейчас в другое рассуждение. Простите. Давайте еще, если вопросы есть, и мы начнем кино. А то дети у нас вот пришел целый... Раз. Спасибо, что вы приехали в Якутск. Не вижу. Вижу, Спасибо, да. что вы приехали в Якутск. Хорошо, что в последнее время вот известные продюсеры начинают приезжать в Якутию, представлять свои картины. Недавно был Глеб Мамбетов. У меня такой вопрос. У вас есть, наблюдаете вот развитием якутского кино и какое мнение сложилось об этом? Якутское кино, конечно, что же наблюдаю, конечно, очень хотелось и помогать, и участвовать, и вы знаете, мы там 4 года назад, я здесь был 3 года назад на фестивале, мы поддержали несколько проектов на стадии постпродакшена, то есть дали сертификаты, готов был взять на себя, наша команда готова была взять на себя после съемок весь процесс создания картины, постпродакшн, как называется, тоже одна из дорогостоящих историй и важных для кино. Вот, мы вместе поддержали картину «Чаирин» и должны были доснять ее, сделать, и ничего нам не препятствовало, не мешало, кроме как столкнулись с какими-то юридическими трудностями, авторские права, и люди, которые снимали до нас, это, с кем оказалось не все так там просто, между собой не могут найти общий язык, и мы что-то в этом попытались в течение года хоть как-то это разрешить, и просто устали. Поэтому мы так заняли выжидательную позицию, и, в общем-то, как только все наладится, все между собой разберутся, хотя проект уже столько лет прошло, там уже надо просто все заново снимать, делать другое кино, а тогда можно было просто снять немного. А в целом якутское кино, это называется болезнь роста,
Это когда кино начало поднимать, такое подняли феноним якутского кино, а ведь за счет чего? За счет того, что зрители, то есть зрители в Якутии поддерживают свое кино, ходят на него, смотрят, и оно стало расти, окупаться, немного зарабатывать, но кинематографистам становится мало в своей территории, начинают пытаться выйти на всероссийский рынок, а то и вообще зарубежные. А там, как вот за границей, мы, как говорится, никому не нужны, но это вот только потом понимаешь. И поэтому все кинулись туда, большое что-то там пытаться сделать, и в результате здесь начали терять позиции, и там ничего не получили. Вот. Мне кажется, это была такая ошибка большая. И сейчас снова, я вижу, возвращаются, здесь снимать начинают, делают, и правительство поддерживать снова начинает. Вот. Конечно, нужно дорожить. Кино же это такой архив культуры, истории, традиций. Кино надо... Это такая государственная задача, вообще государственной важности. И, конечно, оно должно быть национальное прежде всего. И здесь надо его делать в Якутии. Кинотеатров становится все больше. То есть зрителям все больше есть куда пойти. И кино будет зарабатывать. А сколько фестивалей сейчас победителей якутское кино. Как это Якутию вообще прославляет и продвигает в мире. Это очень важно, очень большая миссия у кинематографа. Я желаю, чтобы, конечно, развивалось. Это начинается с Якутии. И, собственно говоря, Якутия — это и есть Россия, опять же, продвигает, собственно говоря, и Россию в целом. Действительно, мы пытаемся выйти на прокат внешний, да? И мы знаем, что вы работали с китайскими коллегами и пытаетесь тоже выйти на китайский рынок. У нас вот есть 2 проекта, где мы тоже уже ведем как бы предварительные переговоры, но чувствуем, что очень трудно. Какие бы советы вы нам дали? Как с ними работать? Ой, это отдельная философия. С китайцами работать нужно терпение столько иметь. Знаете, в Китае нет слова «нет». Вот в китайском языке нет слова «нет». Это философия. Отказывать нельзя, это минус в карму тебе. И вот теперь представьте, ты общаешься с людьми, они тебе не могут сказать «нет». И поэтому все время ощущение, что у тебя все получается. И ты приезжаешь, общаешься с ними, и они тебе говорят: о, классно, интересно, круто, да, ой, давай, все, да, подумаем, давай. И не говорят тебе «нет». И ты думаешь, у тебя все получается. Ты приезжаешь с ним через месяц, снова переговоры. Они говорят: ну что у тебя? Ты говоришь: ну вот мы же в прошлый раз обсуждали, а ну расскажи, что там у тебя. Ну хорошо, еще раз. Ты говоришь: да, вот мы давай сейчас подумаем, как это. И каждый раз вот это все происходит, и потом надо понимать, что есть такая ошибка, вы уж простите, не про вас, я не знаю, как у вас взаимоотношения, но большая часть, например, российских продюсеров едут в Китай за деньгами. То есть они приходят в Китай, говорят: у нас есть проект, и, собственно говоря, давайте там вы половину, мы половину, но при этом смету делают там в 2 раза больше, но китайцы же тоже все понимают прекрасно. Поэтому они видят, что от них хотят, и они опять же не могут сказать: нет, вы нас обманываете, потому что нельзя обвинять никого в китайской философии, нельзя говорить «нет». И они деликатничают, и ты думаешь, что вот у тебя, наверное, получается. И опять все у тебя по кругу идет. Поэтому в Китае они очень ценят, у них культ денег, поэтому они никогда просто так не дадут. Дадут только при понимании того, что они точно получат назад там больше или еще что-то. Либо их политическая история может зацепить очень сильно. Поэтому здесь вот так пообщаться в зале за минутку-две не расскажешь. Это такой опыт, его надо пройти было. Я обо всем об этом обжегся и лично понял, что да. Вот. Когда ты приходишь туда с деньгами, вот тебя тогда примут, ты начнешь делать, и есть вероятность, что поддержат, подключатся. Вот как у нас и произошло. Мы же не пришли туда деньги просить, мы пришли туда, по сути, как бы снимать кино и делать. И вот через такой путь оно получается. Ну, это вообще так везде в мире, в принципе. Ну что, друзья, мы... Еще вопрос? Хорошо. Начинается не с этого, начинается с истории. Знаете, как часто дают сценарий и говорят: вот давай кино сделаем здесь там на Оскар или еще что-нибудь. А ты читаешь и думаешь: ну, не мой жанр, я не очень понимаю, зачем это. А автор, который писал, вот ему кажется, что это... Надо начинать с истории, смотреть.
Конечно, для нас, кинематографистов, поиск истории – это основа работы всего. Поэтому, если у вас есть конкретное какое-то предложение, просто прям присылайте, читаем, смотрим, обсуждаем. Если это кино несет какой-то добрый, светлый месседж, несет что-то в мир, дает зрителю, то мы всегда это поддержим, возьмемся и с удовольствием будем работать вместе. Конечно, меня легко найти в соцсетях. Жду от вас сегодня отзыв о картине, поэтому поделитесь, пожалуйста, не поленитесь. Я знаю, обычно любят только плохо писать, когда хорошо никто в соцсети не напишет ничего, но мне хорошо не надо. Вот мне прям лично напишите, что не так. Вот просто скажите: Алексей, все нормально, но вот это вот зря или плохо, или еще что-то, чтобы я знал. Что? Не понял. Ой, да что вы, нет, это же очень самое ценное. Нет, я искренне говорю, это же самая ценная критика, которая здоровая. Когда люди просто приходят, говорят, там, это Г, а потом ты выясняешь, что он даже не смотрел картину, а просто так решил сказать. Вот это, бывает обидно. А еще если это влиятельный блогер там, или журналист, который, это не профессионально, я считаю. Журналисты тоже должны, как и кинематографисты, что делать? Вдохновлять, объединять и давать что-то новое. Это основная задача. Вот. Есть врач, который лечит, есть врач, который калечит. Вот так кинематографисты. Можно кино такое сделать, что ты выходишь с таким настроением и вдохновленный, нашел какие-то ответы на вопросы или просто зарядился эмоциями. А бывает, посмотришь кино, выходишь, и так своих проблем хватает. И здесь еще посмотрел, и жить не хочется. Вот это опасно. Так и журналисты. Можно о происшествии так написать, что дома сидишь и в депрессуху впал. А можно написать так, что предупредила, и человек думает: ой, спасибо, я теперь хоть знать буду. Спасибо вам большое. Желаю приятного просмотра. Жду ваших отзывов. Спасибо Синема-центру вообще за этот спецпоказ. За один день организовались. Я просто понял, что у меня будет полдня. Водитель, он отдыхает, сидит пока. Я поехал в Алдан. Там 4-й молодежный форум. Со всей Якутии собрались подростки. 7, 8, 9, 10 классы. Смотрю, там прям большое мероприятие. Вот. Потом тоже поделюсь, расскажу вам. Всем приятного просмотра. Желаем вам приятного просмотра, дорогие друзья. И, естественно, ждем отзывы. Детишек я прошу пересесть на свободные места в первом ряду, чтобы все было видно. Хорошо? Ну все, спасибо большое. Приятного просмотра.